Ситуация стабилизировалась, но никуда не исчезла. И оставлять без контроля нельзя, говорит президент. Темпы снижения заболеваемости замедлились. В феврале этот показатель был 30%, в марте только 25%. Эта ситуация, безусловно, сдерживает нас в снятии ограничительных мероприятий, поскольку число лиц, подверженных риску заболевания, остается еще достаточным. Поэтому отпускать ситуацию из-под контроля сейчас преждевременно. На фоне снижения общего числа заболевших мы отмечаем увеличение доли тяжелых форм. Сегодня в республике зарегистрировано 35 новых случаев коронавируса. 17 человек госпитализированы. Эпидемиологи в преддверии сезона отпусков напоминают, после возвращения из-за границы нужно сдать ПЦР-тест и в 3-дневный срок загрузить его на портал госуслуг. Так, больше 400 прилетевших в Казань проигнорировали это требование. Судами уже наложено штрафов на сумму более 2 миллионов рублей. С начала 2021 года отмечается увеличение кратности международных авиарейсов и расширяется их география. На апрель запланировано уже 246 международных рейсов из 11 стран. В ожидании третьей волны коронавируса вакцинация, говорит президент. Это единственный способ защиты. Для пожилых в зоне риска особенно. Общее количество привитых в республике достигло 145 тысяч человек. Чудес не бывает, никакого успокоения не должно быть. Если у кого-то есть какие-то иллюзии, что у них есть антитела, еще какие антитела сегодня есть, завтра их не станет. Ковид никуда не ушел. Наша задача встретить эту третью волну уже не с проблемами. Мы это проходили. На этой неделе исполнился год с начала ковид-локдауна. Закрытые кафе, СМС-пропуска, пустые улицы. Возвращаться к этому никто не желает. Поэтому про снятие ограничительных мер пока речи не идет. Салават Нухмадуллин, Марат Хусаинов, ТНВ. Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.